Юл, гелашек-туге. Здравствуйте, в эфире новости. Мне в целом нравятся просто поезда. Мне-то больно много ничего не надо, мне лишь бы красиво было. Я поработал почтальоном. Так что буду я звездой, потом эту станцию переименуют в честь меня. Сейчас же модно говорить про энергетики, всякие там ресурсы, знаешь. Привет! Меня зовут Динус, и я из группы Амаш, специально для проекта «Миллиард татар». Во-первых, мне нравится то, что этот сквер находится на берегу реки. А реки – это всегда что-то новое, движение, то есть можно сесть, тоже залипнуть. Но это, знаешь, Регин, как в случае с поездами, наверное, то же самое примерно. И мне нравится, что тут очень все облагорожено, тут есть прикольные деревья. Мне-то больно много ничего не надо, мне лишь бы красиво было. Кстати, если мы вон туда пройдем, в сторону НКЦ, там вообще тоже есть шикарный видон. Вот, и там тоже можно прям так посидеть и вот так чилить. Сюда приходишь? Да, я иногда реально сюда прихожу. Дело в том, что у нас группа выпускается на лейбле Yummy Music, и как раз-таки у нас студия звукозаписи находится в НКЦ. И по воле случая мы частенько сюда приезжаем, ну именно вот в это здание. Но история группы нашей начинается в прошлом году. Мы в прошлом году выпустили первую песню. Она называется «Айли». Песню мы написали, ну то есть там сочетание идет авторского текста и русской, татарской народной песни. В своем творчестве мы пытаемся сочетать и современные какие-то течения, то есть современную поп-музыку, и также можем использовать различные звуки, которые могли встретиться, допустим, в каких-то старых песнях. Какие-то, мотивчики могут быть похожи на какие-то мотивы, которые ранее были использованы. Юл, гелашек тугел, аңлыжыңа күңел, улдау кубып ярсый, жай, булган кыюлыгың, тиз яктырыр юлың, адым гына ясау житә кайчак. О, ну, в общем, это такая история прикольная. Мы в прошлом году выложили клип на песню «Юл», а снимали мы ее в лесу. Где вот. именно? Это, короче, знаешь, где ЖК «Южный парк», где аэропорт, в тех краях. И, в общем, получилось так, что у нас этот клип был замечен президентом. То есть у него есть пресс-служба, которая, по-видимому, в поисках различных инфоповодов они наткнулись на наш клип в интернете. Он как раз-таки только-только тогда вышел. Это был, по-моему, ноябрь или декабрь. Может быть, конец ноября, начало декабря. И я в тот момент был в Альметьевске, и мне наш гитарист Мишка говорит: «Динус, ты представляешь, у нас клип в инстаграме у Миниханова». Я говорю: «Чего? Иди-ка отсюда, пожалуйста, не мешай мне». Вот. И, короче, в итоге мы реально открываем инсту, и мы смотрим, что он выложил наш клип. И там еще была подпись типа, такие классные ребята, тыры-пыры. Вот. И мы, конечно, были, немного в шоке. Но нам очень это все понравилось. Мы думаем, наверное, все-таки это о чем-то может и сказать. Здравствуйте, в эфире Петр Филимонов. И с вами передача «Вести Татарстана». Недавно в этом доме, который находится позади меня, произошло жестокое кровавое убийство. Итак, мы находимся сейчас на улице Айвазовского.
Мне, кстати, недавно сказали, что, оказывается, даже местные жители, многие не знают, где находится эта улица и что здесь вообще есть. Я для себя открыл вот этот дом потрясающий, который мне напоминает какой-то мультик. Что-то вроде там «Вверх» или «С шарами». Помнишь фильм? Вверх. И будто там какие-то происходят семейные, уютные такие дела. Но по факту я так понимаю, что это гостиница. Ну, я думаю, что жители там тоже не парятся, и у них все хорошо. Я просто люблю вот открывать для себя каждый раз какие-то новые улицы, новые домишки такие маленькие. И вот именно в старом районе, ну то есть в центре, где переплетается и старая постройка, и какие-то новые здания, например, вот этот дом. Он же тоже, с одной стороны, крутой. А хотя, казалось бы, если мы вниз спустимся, там есть потрясающий, уютный старый домик, деревянный. Вот. И в целом прикольно вот так ходишь, думаешь о чем-то о своем. Изучаешь Казань. Да, и можно посмотреть в какое-нибудь окошко. Кто-то там что-то делает. Одно из мест силы, которое для меня нашлось здесь, в Казани, это именно, думаю, станция Аметьево. Ну, просто было такое, что, типа, мы как-то... Я вообще же не отсюда, я из Альметьевска. Вот, и мы когда только сюда приехали, мы все думали, куда бы поехать, что бы посмотреть интересного. Ну, типа, не одной же Казанью можно только ограничиться. Вот, и мы такие решили, о, давайте поедем куда-нибудь на электричке. И, короче, мы решили поехать в Дербышки. И вот. В общем, приехали мы сюда, сидим, ждем поезд. Потом мы двинулись в путь. И я что-то так подумал, что на самом деле это круто, ездить вот так на электричках. У нас же некоторые бывают люди, которые живут, допустим, не здесь, но работают они здесь. И им, получается, каждый день надо ездить на электричке. Ну, наверное, если часто, ну, слишком гонять, знаешь, это, наверное, напрягает. Но вот так иногда это очень приятно. Типа ты садишься в этот поезд и... Мы доехали, короче, до Дербышек. Мы там вот такой сделали кружок. И обратно уже уехали оттуда, по-моему, на такси. Но мы туда приехали, знаешь, прям ночью. Это типа уже было темно. И еще мы ездили как-то в Арск. Это тоже неподалеку. Но туда уже ехать, конечно, подольше по времени. Но в целом там, ну, такое. Ну, нормально. В общем, нормально. И мне нравилось, когда ты, допустим, ждешь этот поезд, сидишь, допустим, вот на такой лавочке. И как-то становится, знаешь, ну, типа, приятно. Думаешь, о, вот это да, сейчас я куда-то поеду. Мини-путешествие. Поезда, они всегда навевают какое-то чувство, что ты приедешь туда, где у тебя все будет по-другому. Даже если это будет Арск или Дербышки. Еще такой есть момент, я просто очень люблю книжки читать. Вот. И у меня самая любимая книга, которую я прочитал, называется «Атлант расправил плечи». Айн Рэнд. Айн Рэнд, да. И там как раз рассказывается про огромную империю, которая занимается железнодорожными грузоперевозками, перевозками пассажиров. И я просто раньше тоже работал в такой сфере, я работал в железнодорожной логистике. Вот. И в целом мне знакома, ну, эта история с поездами, еще и с такой стороны, то есть не просто там мечтать и всякое такое. Вот. И мне запомнилась эта книга, что она рассказывает о том, какие могут быть люди самоотверженные, то есть несмотря на все неприятности, которые их встречают на их пути, они их преодолевают. И все равно, несмотря на все это, они остаются верны своей мечте. А какая Вот. у тебя мечта? Но у меня в данный момент мечта — это, наверное, стать звездой. Ну, реально так и есть. Вот, так что буду я звездой. Потом эту станцию переименуют в честь меня. И уже кто-нибудь другой будет топтать эту платформу. И сейчас мы работаем над тем, чтобы выпустить новый альбом.
работаем в поте лица. Надеюсь, что скоро уже это все-таки произойдет. В альбоме будет у нас 10 треков. Также они все будут доступны и на Spotify, и на Apple Music. Ну, в общем, везде, где сейчас слушает народ музычку.